Съемочная группа программы «Простая история» в один из теплых весенних дней поехала в Пицунду. Мы приехали в гости к Юрию Гамсаратовичу Тория. В этом году ему исполнилось 85 лет. В его автобиографии Высшее военное училище летчиков. Как оказалось, проходил подготовку он в группе космонавтов вместе с легендарным Алексеем Леоновым. Затем закончил театрально-режиссерскую студию в Краснодаре, Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде. Кавалер ордена Ахтзапша третьей степени. Я сын Гамсарата. Не потому, что это мой отец. Это человек, о котором можно многотомник писать. И я очень рад, я счастлив, что я его сын. Понимаете? Он, генетика действует. Я вижу, я по генетике это он. Понимаете? Поэтому я счастлив, когда меня Гамсаратовичем называют. Не просто Юрий Гамсарович, Гамсарат, потому что звучит имя моего отца. Понимаете? Он, вот это то, что называется нравственность, да. Человечность, доброта, все, строгость. Если бы не мама моя, он бы, понимаете, вот как раз вот тот момент, который мать, это та самая, которая бережет все, ценности народные, все, хабс, все, они это больше. Я даже не смог бы это все, как говорится, то, чего я добился. Да. У меня 7 детей, 12 внуков, 14 правнуков и 2 праправнука. Вот. Я не старый, мне всего 85. Создание может вырабатывать гормоны, по которым может человек жить 500-600 лет жить. Лишь бы вот эта вот сатана, так окучма не мешала. Ух, какие красивые помидоры, а там ГМО. Какие вкусные соки, а там химия. Ну и, конечно же, это все проходит во всем мире, посмотрите. И химия, и вот эти вот фуфламицины аптечные, и вот то, что мы сейчас едим, все, что попало. У Юрия Гамсаратовича очень много заслуг перед Родиной, но нас заинтересовало его лечение травами. Почти в каждом абхазском селе есть люди, которые с помощью трав лечат определенные болезни. Уйдя на пенсию, Юрий Тория углубил свои знания в народной медицине. Самая лучшая в мире земля, наша абхазская. Я в 48 странах был, да. Не потому что это моя родина, а я правду говорю, такой страны нет нигде. И мы это не ценим. Интернету, дядя Юра, спасибо вам. Моя Лариса впервые за 12 лет забеременела. Вот. Вот сейчас 4 месяца, как только ребенок родится, я приеду в Абхазию, огромный твой, в честь тебя стол сделаю, праздник. Я очень глубоко нырнул и внимательно же посмотрел, как это все делается, и систему, как лечить народную. Я уже, это не так просто пришло, это вот материнское, то, что да, многие разработки, которые есть у меня, и мои авторские тоже есть. Ну и, конечно, и тибетские есть, и очень другие тоже. Неспешно прогуливаясь по Пицунской набережной, мы слушали мудрые высказывания народного целителя. Его жизненный опыт, медицинская практика сформировали определенные взгляды на здоровый образ жизни. Большинство граждан нашей страны не знают, что Абхазия славилась тем, вдобавок ко всему, что мы имеем, тем, что сюда приезжали со всего мира лечиться. С теми болезнями, которые вообще ни на Западе, нигде не могли лечить. И император в 1904 году открыл первый центр народной медицины в Сухуми. И предписывал врачам, текст такой, предписывал всем врачам российским ехать учиться у абхазских докторов. А потом это все там потом позабылось, все там построили, все. Дело в том, что мы живем на такой земле, где буквально все, что растет, лечит болезней очень много. Я видел, как моя мать спасала людей от многих болезней. И когда я сегодня заметил, что многие болеют,
Я думаю, а почему мы не используем то, что мы раньше могли это делать? И я, значит, с этим предложением пришел к Гургулия, депутат, бывший министр здравоохранения. И когда я у него первый вопрос спросил, как ты относишься к народной медицине? Он говорит, я в первую очередь считаю, что народная медицина спасет многих. А вот давай. И начали мы искать по всей Абхазии людей, которых что-то, какую-то хотя бы одну-две болезни могут лечить. И мы, значит, собрали, сделали это самое, собрали людей, 53 человека со всей Абхазии. Еще не полностью даже, понимаете? Но дело в том, что многие сразу как-то, когда это собрались, и мы решили создать ассоциацию. Вот. Это была учредительная конференция в доме врача. Мы там начали создавать вот это вот правление. Выбрали правление, хотели мы сделать Гургулия председателем. Но в связи с тем, что он был депутатом, там по положению ему не положено руководить какой-то организацией, где особенно с банком связано. Вот. И поэтому, значит, решили, что я буду председателем. Юрий Гамсаратович обеспокоен тем, что жители Абхазии употребляют большое количество фармацевтических лекарств. Огромное количество побочных эффектов некоторых препаратов уменьшают его полезность для человека, считает он. Когда врач выпишет вам лекарство, вы посмотрите состав. Если там нет растительного, минерального и животного происхождения, не надо. Это химия. Понимаете? Что они сделали? Фармацевты собрали растения, разделили химию, и они начали собирать из химсостава именно эти ткани, эти материалы и создавать как бы это средства от этих болезней. Я склонен к тому, чтобы все люди, и тем более наша официальная медицина, чтобы лечили людей комплексно, а не какой-то отдельный орган. Почему? Почему я спрашиваю всегда, какое состояние крови, там сахар есть или нет, свертом, и самое главное спрашиваю, почему? Потому что огромное количество народа, особенно в Абхазии у нас, у многих повышенная свертываемость крови. Оттуда идет все, понимаете? Потому что мы не то кушаем, не то пьем, и не тем дышим, так говорится. И все это вместе взято, конечно, вот это вот качественный скачок в плохую сторону идет. Вот. Поэтому мы должны народу сообщить важность, что ничего дороже здоровья нету, это первое. И вот это все вещи, которые мы покупаем, еду, напитки, там это самое, если оно связано с химией, это только вред, понимаете? Поэтому очень много зависит от чего, что мы кушаем, что мы пьем. Вот, например, белый хлеб. Он же фактически не пахнет хлеб сегодня уже. Почему? Потому что они обрабатывают их химией и делают белый хлеб, как будто. Да? Или же тот же самый вот это соки, которые красиво упакованы, вкус, обалденный, все. А это химия там полностью. Те же самые магазины всякие, чипсы, это все вредное, понимаете. Даже мясо уже искусственно продают, понимаете. Вот, колбаса, как будто, а там нету мяса. Вот, это очень важно. Нужно осторожно. А вот поэтому надо нам всем подумать, чтобы мы могли продолжить наше абхазское долголетие, нам надо вернуться к своим землям и начинать опять выращивать безопасную продукцию питания. Иначе мы просто будем лишаться людей, понимаете? Очень многие болеют, очень многие. Понимаете? И запускают. Тут паниковать не надо. Если что-то заболело, почему? Надо узнать причину. И все, легко. Не надо без паники. Но, ума алама джишт, пройдет. Ничего подобного. Если вы запустите, то, извините, там будет трудно уже лечить. И вообще бывают болезни, которые неизлечимы уже. Якобы так. Неизлечимых болезней не бывает. Любые болезни можно вылечить. Лишь бы ракового больного, раскромсав, его трудно уже будет лечить, понимаете? А каменная, что такое? Кукуруза чистая, выращена, без селитры, развивает раковые клетки. Корень одуванчика развивает раковые клетки. У нас очень много, вот когда получают, там в списке написано
перечень болезней, которых лечит тот или иное средство мое, да, там обязательно, наверное, где-то процентов 40 из моих, в том числе и раковые клетки развивает. Можно? Можно. Я уже многих вылечил. Наш респондент уверен, что во всех городах Абхазии нужно открыть фитоцентры, то есть магазинчики, где продаются правильно собранные и высушенные абхазские травы. И действительно, во всех городах России существуют фитоаптеки, а у нас их нет. Я счастлив, что я спасаю людей. Вот. Я знаю, что многие наши ребята, которые тоже лечат, надо им больше знать о состоянии человека полностью. Вот только тогда надо лечить. Вот это я подсказываю. И когда уже, например, собирать то или иное средство, которое растение, да, надо правильно сушить. Надо вовремя собрать. Например, если написано вечером, значит, вечером надо собирать. Если, например, после значит, того, как только высохнет роса, значит, только тогда надо это собирать. Это все надо, все правила соблюсти. Вот тогда будут они приносить большую пользу, эти все растительные. Здоровый образ жизни – это, во-первых, не паника какая-то, а просто, во-первых, посмотреть, что же мы едим, что мы пьем. Это первое. Второе. Если человек утром не научился убивать самую страшную болезнь, праматерь всех болезней, лень, то эта лень порождает потом зависть. А зависть – это такая болезнь очень страшная. Понимаете? Чем же компенсирует этот человек, который завистливый? А где-то перехватить чужое, взять, присвоить там, и так далее. Или украсть там. Или даже убить, потом отнять деньги. Вот откуда идет. Поэтому каждый родитель должен думать, что он не урод должен дальше быть, это его сын. Он должен обязательно добиться такого состояния, чтобы он переборол с детства эту зависть, эту лень. Дело в том, что отец мне всегда говорил, ты заставляй насильно, заставь, и потом у тебя будет потребность. Вот я утром, если я не сделаю утреннюю физзарядку, я не могу. Понимаете, у меня потребность есть. Вот. Поэтому это один из здоровых образов жизни. Второе. Значит, ну, конечно, если пьешь вино, а вино лечебное, но если это без сахара. Вино, которое горчит или кислит, вот это и лечит. А не то, что с сахаром сделано, приятно пьется. Второе. И чачу тоже. Чача, если даже сивуха несет, но она сделана без сахара, лечит. А который приятно пьется, такая, без вони, без всякой, да, хорошо пьется. Вот там вот как раз мы ловимся. Вот. Ну, я уже сказал, что когда, значит, аптечные средства, которые мы пьем, надо смотреть, из чего это состоит, понимаете. Будем правду говорить. Ну, зачем аптеки? Так много аптек вдруг стало, а? Деньги. Слушайте, вы меня извините, человек, аптек знает, что там есть не очень полезные вещи, и он под удар ставит не только тех, которые другие. Его родные же тоже покупают. Ему некогда, он деньги делает, понимаете? Так вот, вторая болезнь, которую надо лечить, она очень трудноизлечимая, это алчность. Она не только у каждых людей, она и в государстве. Она даже между государствами алчность, схватить чужое, понимаете? Вот это вот как раз надо лень убить. Народный целитель абсолютно уверен, что земля Абхазии освящена и потому притягивает сюда завоевателей. Но горе тому, кто хочет нанести ей вред. Как правило, все они заканчивают плачевно. Институт Ажиратфера – это род собирали когда, да? Почему он был создан? Надо, чтобы в роду не был ни один человек, который может подвести своим поведением и опозорить этот род. Поэтому шла воспитательная работа. А сегодня этот род используется там, для политических целей там, и так далее, и так далее. Это тоже грех, понимаете, это тоже болезнь, это плохо. Так вот, бороться с алчностью нужно так. Просто вспомнить, что ты живешь в стране, где кто, если ты навредил, то у тебя будет бесславный конец. Я могу перечислить очень много личностей крупных, которые насолили, очень плохо сделали для Абхазии, у них все бесславный конец. Начиная там Шеварднадзе, там, Ельцин, там, все они, кто? Бесславные. Ну, Александр Македонский также. Когда он завоевал весь мир, ну, завоевал везде, когда он всего 5 минут постоял на том месте, сейчас Сухум, и у него что-то он задергался.
что это какой-то плохой сигнал. И с тех пор у него, если проследить, посмотреть, какие у него потом уже пошли, значит, уже он стал терять то, что он завоевывал. Понимаете? Шах-Аббас тоже, когда перешел Ингур, вот, и когда вот в хорошую погоду вдруг он там, шашлыки жарят часто, и вдруг тучу наглянули, и по его шатру идет, и шатер загорается, он сказал, это большой сигнал, уходить надо, все, и с тех пор у него уже не было успеха. Гитлер, когда дошел до наших земель, ушел. Шеварднадзе, который плохо сделал, что он в славе, Ельцин, этот Горбачев, который никогда не поддерживал нас и слушал. Мы живем в таком месте, что внутри человек сам, кто навредил этой стране, да, у него бесславный конец. Если проследить за судьбой многих родов, не надо перечислять, я не хочу обижать, потому что среди них очень большое количество нормальных людей, но кто-то навредил. Значит, если из 100 человек 2 навредили, все эти 100, остальные тоже отвечают за это, понимаете, и страдают от этого. И поэтому, когда родитель, если хочет, чтобы его дети, внуки, правнуки, праправнуки было удобно и уютно жить, он должен делать так, чтобы этим поколению никто никогда не намекнул, что да, такой, да, у нее такой дед был такой плохой и так далее, и так далее. Все равно от народа значит, никогда не уйдешь, он все знает, все видит и так далее. Очень важен настрой человека, считает Юрий Гамсаратович. Позитивное мышление создает позитивные события. И наоборот, страх, паника и тревога создают предпосылки для болезней. Головному мозгу нужно давать сигнал. Я не старый. Я взрослый человек. Я это говорю, и мне это очень много помогает. Знаете почему? Головной мозг уже получает такой, значит, сигнал, который потом работает уже, я даже без сознания, без подсознания работает сам, головной мозг. Очень много зависит. Дальше. Потом я сказал, если он заболел, значит, конечно, не паникуя, не запустить, самое главное. Не надо паниковать и сказать, ой, я пропал, и так далее. Не надо паниковать, ни в коем случае. Вот это спокойненько все, и все пройдет. Понимаете, с помощью головного мозга и натуральной продукции. Питание, напитки и все. Я, например, предложил нашему руководству в свое время, значит, проект программы здоровья нации. Ну, там я начинаю от того, как это идет, как материализация теории Мальтуса, я рассказывал, да? Надо больше уничтожить людей, не обязательно бомбами, вот. Можно стравливать людей по национальным, по религиозным разницам или даже экономическим разницам. Можно, значит, через еду, через питание, через вот это вот целую серию, которых выпускают люди, которые хотят только деньги, фармацевты. Они работают не на здоровье, они работают на обогащение. Давайте будем правду говорить. Самые богатые люди – это фармацевты, не нефтяники. Вот, это все знают уже хорошо. Кстати, официальная медицина, большинство признают нас. Вот. И поэтому я, например, знаю, что никто, например, не упрекнет, что я неправильно делаю. Потому что все-таки надо заглянуть на историческое прошлое и знать то, что богатое веками создавалось вот это направление, и всегда были здоровыми, тем более у нас, вот, мы можем, как говорится, восстановить то самое наше абхазское долголетие. Разговор с народным целителем еще раз подтвердил незыблемую истину. Для того, чтобы сохраниться в этом стремительно меняющемся мире, необходимо вернуться к своим корням. Нужно упорядочить свое питание, исключив вредную еду, не лениться и вести здоровый образ жизни. Ну а если все же возникла необходимость лечиться, помимо официальных лекарств, использовать достижения народной медицины.